Добрый день, глубоко уважаемая Ализа Петровна, уважаемые участники и гости онлайн-закрытия юбилейного года народной артистки Республики Саха-Якутия, заслуженного работника культуры Российской Федерации, кандидата исторических наук, члена Союза композиторов СССР, лауреата премии имени Ирины Архиповой, лауреата Государственной премии имени Алексея Елисеевича Кулаковского, создателя Музея музыки и фольклора народов Якутии в Республике Саха-Якутия Ализы Петровны Решетниковой. Многогранна и масштабна деятельность Ализы Петровны Решетниковой, высокопрофессионального музыканта, исследователя музыки и сюжетного фонда якутского и венкийского эпосов, организатора Музея музыки и фольклора народов Республики Саха-Якутия, посвященного пропаганде накопленных наукой знаний об устном нематериальном наследии народов Якутии. За весомый вклад в возрождение устного нематериального наследия народов Якутии, развитие традиционной духовной культуры, подвижническую деятельность по пропаганде и популяризации классической и якутской музыки, за эвристический подход к музейному делу в этом году Ализе Петровне Решетниковой присуждена Государственная премия Республики Саха-Якутия имени Алексея Елисеевича Кулаковского «Эксекулях». Мы поздравляем вас, Ализа Петровна, с этой высокой наградой. Программу закрытия открывает приветственный тоюк. Исполняет Варвара Абаюкова.
Но в адрес Аиды Петровны поступило в виде поздравления от первого заместителя председателя Государственного собрания Ил-Тумен Александра Николаевича Жиркова. Александра Николаевича Жиркова. Поздравляю с такого удаленного состояния, в таком дистанцированном режиме. Но я не оставляю надежды, что мы с вами в такой камерной обстановке отметить хорошие, памятные события, которые произошли в 2020 году в вашей жизни. Прежде всего, я вас поздравляю с заслуженной наградой, присвоением вы хороший во многих направлениях, не превзойдете. Уважаемая Лиза Петровна, конечно, неудобно вас поздравлять вот с такого удаленного состояния, в таком дистанцированном режиме, но я не оставляю надежды, что мы с вами и с коллективом вашего музея будем скоро иметь возможность встретиться и в более такой камерной обстановке отметить хорошие, памятные события, которые произошли в 2020 году в вашей жизни. Прежде всего, я вас поздравляю с заслуженной наградой, с присвоением звания лауреата Государственной премии имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Кулаковский, он был просветителем своего народа. Вся ваша деятельность, она посвящена культурному просвещению родного народа. И вы в этом направлении ведете последовательно в течение многих лет очень полезную работу, достойную только восхищения и уважения. Я бы отметил несколько таких граней. Прежде всего, вы хороший во многих
направлениях непревзойденный организатор культуры нашей республики. Созданный по вашей инициативе музей музыки фольклора является креативным проектом, который собрал в себе в своих фондах лучшие памятники духовной культуры не только якутов, но и всех народов, коренных народов нашей республики: эвенов, эвенков, долган, чукчи, юкагиров. Вы являетесь настоящим пытливым ученым, исследователем. Ваша работа, фонд сюжетных мотивов и музыка Лонко в этнографическом контексте, она дает концептуальное направление для деятельности целых институтов. Это практически новое наследие не только нашего народа, не только коренных народов севера нашей республики, но и тех народов, которые являются носителями этого богатейшего духовного наследия. Вы, Аиза Петровна, чуткий, настойчивый и иногда для власти достаточно неудобный общественный деятель. И сегодня в этот памятный для вас день я хотел бы от своего имени, от имени руководства республики сказать, что проект сохранения здания мужской прогимназии, споры о котором идут уже свыше десятилетия, вот этот проект будет реализован, здание мужской гимназии будет сохранено, реставрировано здание, и он еще сотни лет будет стоять как знак бережного отношения нашего народа к своему историческому духовному прошлому. Еще раз, Аиза Петровна, поздравляю вас с этим памятным днем. Желаю вам творческого долголетия. Живите, радуйтесь и радуйте других. Благодарим. К вашему вниманию в виде поздравления министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрия Степановича Куприянова. Дорогие друзья, участники нашего заключительного мероприятия, юбилея дорогой Аиды Петровны. Дорогая Аида Петровна, меня Министерство культуры, спасибо за признание, благодарность вам за ваш огромный труд, за ту большую дорогу, которую вы прошли в сфере отрасли культуры нашей республики, Российской Федерации. Спасибо вам, отцу. И не случайно премия Алексея Алексеевича Глуховского, уходящего 2020 года, так оценил заслуги перед республикой, вашей главой нашей республики. Большое спасибо. Большая радость, что вы вместе с нами продолжаете работать, запрашивать лекции, она, версии, за то, что вдруг касается. Пусть эта большая дорога действительно будет доброй, светлейшей. Те ценности, которые сотворены сегодня вашим талантом, или научного исследования нашего отрасли, музыкального искусства нашей республики, будут доброй дорогой, мир культуры для новых поколений якутян, жителей нашей Российской Федерации. Аида Петровна, желаю вам только здоровья, добрых и долгих лет жизни. Работать вместе, обогащая нас вашими знаниями, вашим талантом и исключительно вашим человеческим качеством относиться очень добрыми чувствами к каждому. Это, наверное, наивысшее искусство или наивысший талант человека. Доброго здоровья, радости жизни, хорошего настроения. А всем наступающим 2021 году. Ну что вам так надо? Новые радостные. Спасибо Юрию Степановичу. С закрытием юбилейного года Аизу Петровну поздравляют представители родного Татинского и Чурапчинского улусов.
Allah Filipino, hindi Bigamusud, Gamusete. Ini satu satu pada budaya jadi tentang bantuan des tas ketentuan jangan dengan istilah dan alat kalibi. Ayo kita bicara tentang budaya ini yang kita ini ya di nama kawan maksimal. Kalau kita tentang kita masih seorang Isolar de ya tahu kita. Oh untuk berikutnya kita cuma akan salah. Ini kan kita bukan diskusi kata dasar pasti orang bukan dalam diri dan dapat harus ada ini utama. Boleh biarlah kata yo orang yang Enggak begitu. Oh, itu kalau ini orang ini tidak murah bosan. Paling kita harus mengusulkan anda. Kalau ini sekolah, kita ini kita harus cepat kenal. Anda boleh ini aja bisa mengerti. Pada eton besar kita boleh. Bikin orang semuanya, dengan dia tu tahu. Boleh. Ini orang kan ini. Ini tu seperti sini orang. Kami kuasaan, biasanya kami itu peraturan kami bukan dari dalam hal tersebut. Mana itu juga ada yang kita bangun. Kita untuk ini dari diskusi kita di sampai mana pakai. Kalau orang pun sangat cinta pada itu kan, kalau biasa. Saya ketika mana cuaca kalau soal itu, jadi kita jadi anak kita agar kita dari jangan jauh sampai Ақтал болдың, тақталарға. Здравствуйте, уважаемая Аниза Петровна. От имени коллектива районного дома народного творчества АИФГ, творческого коллектива Чурапчинского народного театра имени народного артиста РСФСР и ЯССР Петра Михайловича Решетникова от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Вот уже на протяжении более 50 лет наш театр гордо носит имя вашего отца, талантливого сына Чурапчинской земли Петра Михайловича. Мы очень гордимся именем Петра Михайловича, и где бы мы ни были, на какой бы сцене мы ни выступали, всегда гордо произносим, что наш театр носит его имя. Уважаемая Аиза Петровна, желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, поздравляем вас с наступающим 2021 годом. Спасибо. Спасибо большое и татинским, и чурапчинским представителям от родной земли. Передали привет Аизе Петровне. Год 2020 Музея музыки и фольклора народов Якутии, созданным Аизой Петровной, был объявлен ее годом Аизы Петровны Решетниковой, и проведено множество мероприятий. Об этом попросим рассказать директора Музея музыки и фольклора Марию Ильиничну Корнилову. Добрый день. Добрый день. Меня слышно, да? Да, слышно. Добрый день, Валентина Ивановна, дорогие друзья. И вот настал тот день, когда мы подводим итоги уходящего года. Как Валентина Ивановна сказала, для нашего музея этот год был посвящен нашей наставнице, нашему создателю нашего музея, дорогой нашей любимой Аизе Петровне Решетниковой.
Этот юбилей вошел в план республиканских юбилейных мероприятий. В начале года на уровне Министерства культуры и духовного развития была создана юбилейная комиссия, где учреждения культуры, включая Министерство Арктики, НВК, были ответственными за мероприятия, за проведение мероприятий. По нашей задумке, все мероприятия в совокупности должны были раскрыть все те грани многогранной деятельности нашей Аизы Петровны. С января по март месяц Высшей школой музыки были организованы творческие встречи с учащимися, со студентами образовательных учреждений культуры и искусств. С Аизой Петровной встречи. 10 февраля совместно с Национальной библиотекой нашей республики мы провели презентацию дарственной книжной коллекции Уллы Йоханссон. Вот это уникальное событие состоялось благодаря дружбе нашей Аизы Петровны с Уллой Павловной. Это уже можно вспомнить 2008 год, когда Улла Павловна приезжала в нашу республику, и вся республика приветствовала Уллу Павловну. Это благодаря тоже Аизе Петровне, потому что по ее инициативе была переведена на русский язык научный труд Уллы Павловны «Орнаментальное искусство якутов». Затем с 10 по 29 февраля в музее мы открыли выставку «Мечты в реальность», посвященной Аизе Петровне. 15 февраля совместно с НВК и с историческим парком России «Моя история», «Россия. Моя история» были проведены съемки передачи «Лекториум Саха», где Аиза Петровна рассказывала о сюжетных мотивах Алан Фо в этнографическом контексте. И, конечно же, 28 февраля состоялся торжественный юбилейный вечер Аизы Петровны. Это событие, вечер состоялся в Театре оперы и балета. Скорее всего, все вы помните. 10 апреля Высшая школа музыки в заочном формате провел республиканскую научно-практическую конференцию «Музыкальная культура Якутии. Традиции и современность». С 19 октября по 6 ноября была организована выставка «Долганские мотивы». 25 ноября онлайн-презентация дарственной коллекции из личной библиотеки нашей Аизы Петровны библиотечному фонду ДШИ номер 1, номер 2, Якутскому музыкальному колледжу и Якутское художественное училище. 9 декабря состоялся у нас круглый стол, тоже в онлайн-формате, о проблемах преемственности поколений в эпическом наследии коренных народов Якутии. 17 декабря онлайн-лекция на тему «Музейный менеджмент». Вот это мероприятие организовали наш музей совместно с ресурсным проектным центром, где лекцию проводил для музейных сотрудников профессор кафедры музейного дела и охраны культурного наследия Московского государственного института культуры Михаил Аркадьевич Брызгалов. И 22 декабря у нас состоялось вот буквально на днях рабочее совещание по вопросу сохранения и воссоздания здания Якутской городской мужской прогимназии. И, конечно, сегодня закрытие юбилейного года. И также сегодня состоятся ранее запланированные презентации выпуска аудио и видео дисков из Золотого фонда НВК и нашего музея. Из-за пандемии, конечно, некоторые мероприятия перенесены на следующий год. Но, конечно, мы обязательно все это сделаем и реализуем. Вся эта огромная работа была проведена совместными усилиями всех учреждений культуры и друзей музея, и нашей Аизы Петровны. Выражаем огромную благодарность
и низкий поклон от имени нашего коллектива Министерству культуры и духовного развития нашей республики и всему оргкомитету юбилейного года. И теперь я хочу обратиться к нашей Аизе Петровне. Я уверена в том, что она здесь у нас подключена, она сидит, смотрит, слушает внимательно. Аиза Петровна, для меня огромная честь работать рядом с вами, что вы доверили свое детище, созданный вами, наш второй любимый дом, наш храм, музей музыки и фольклора народов Якутии. Очень надеюсь, что с этой миссией вся наша сплоченная команда справится, и мы будем трудиться во благо сохранения, изучения и пропаганды накопленных наукой знаний о традиционной культуре коренных народов Якутии и популяризации развития самодеятельного и профессионального музыкального искусства Якутии. А вы для нас есть, были, есть и будете путеводной звездой, знаменем, идейным вдохновителем. Очень символично, вот как сказал Александр Николаевич, что буквально вчера из уст главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева мы услышали долгожданные слова, поручение о том, что с 2021 года начнутся работы по реставрации нашего здания Якутской городской мужской прогимназии. С 2008 года, с момента передачи нашему музею в оперативное управление вот это здание, вами было проделано очень много работы по сохранению и поиску инвестиций по консервации, далее по восстановлению здания. Действительно, это было вашей мечтой, чтобы вами созданный музей обрел свое отдельное достойное здание. И как вы видите, оно потихоньку мелкими, но верными шажками входит в жизнь, реализуется. Не зря ваш лозунг «Мечты в реальность» стал для нашего коллектива главным девизом. Мечты имеют свойство сбываться. Дорогая, любимая наша Аиза Петровна, побольше мечтайте, а мы — ваша опора, ваш тыл. Будем их потихоньку и не потихоньку реализовывать в жизнь. В такой сложный период времени для всего человечества мы видим, как нелегко вам сидеть в самоизоляции человеку с таким темпераментом, с такой энергетикой, заточиться в квартире. Но вы, конечно, своим тончайшим умом, трудолюбием, конечно, не сидите сложа руки. И это знают все те, кто хоть один раз с вами общался. Берегите себя, мы рядом, мы вас любим. И теперь позвольте озвучить очень хорошую новость напоследок. От имени Министерства культуры и духовного развития нашей республики торжественно озвучиваю за значительный личный вклад в популяризацию памятников фольклора музыкального искусства Якутии наградить почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» нашего видеографа, режиссера около 60 музейных видеоэкспонатов Яковлева Ивана Афанасьевича. Иван Афанасьевич, посмотрите. Так, далее. За личный вклад в развитие музейного дела нашей республики наградить почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития главного хранителя музейных предметов Никифорову Светлану Дмитриевну. Поздравляем! И благодарственными письмами Министерства культуры и духовного развития награждаются специалист по экспозиционной и выставочной деятельности
деятельности Решетникова Алина Владимировна и, конечно же, заведующая музейно-образовательным отделом Ольга Николаевна Громова. Поздравляем! От себя лично выражаю огромную благодарность всем сотрудникам нашего музея за огромную проделанную работу, за сплоченность. Я уверена, что с вами мы одолеем горы. Желаю вам всем успехов, доброго здоровья, счастья и благополучия, плодотворной работы, новых идей, творческого процветания, больших побед. И берегите себя и с наступающим новым 2021 годом. У меня все на этом.